Большая игра на первом. Политический кризис в Абхазии. Протестующая толпа окружила, затем заняла здание правительства. Собственно, работа правительства Абхазии парализована. Аслан Джания, президент Грузии, в этих условиях заявил о своей готовности уйти в отставку и пойти на новые президентские выборы, предоставив сейчас временно исполнять обязанности вице-президенту. Ситуация, с одной стороны, для Абхазии не новая, с другой стороны, мы видели много раз вот эти картинки, да, в том числе в соседней Грузии, да и не только. Мы вспоминаем Майдан. И ситуация, в общем-то, выглядит даже внешне очень похоже на то, что делали западные кукловоды в большом количестве государств. Ну, давайте послушаем, собственно, что сказал в интервью Первому каналу сам Аслан Джания. Оппозиция разнородна. Отдельные представители оппозиции настроены антироссийски. На протяжении более чем 2 лет часть оппозиции оказывает противодействие реализации наших с Россией совместных необходимых решений и проектов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, она их поздравила с тем, что они совершили вот такую вот акцию. Поэтому мы эту связь как бы с частью оппозиции видим, как минимум они действуют в некоторых вопросах синхронно. Особенно в тех вопросах, которые имеют отношение и имеют огромное значение для Абхазии в плане взаимодействия и выстраивания союзнических отношений с Российской Федерацией. Некоторые из них говорят о том, что со стороны России идет ползучая колонизация, что Россия хочет поглотить Абхазию вот таким мягким методом и так далее. Поэтому это был повод. На самом деле истинные цели – это прийти к власти любой ценой. Я готов на следующее. Первое. Объявляются досрочные президентские выборы. Второе. Комплекс правительственных зданий освобождается. Параллельно с этим я готов подать в отставку. И все готовятся к выборам. Давайте мы попробуем качественно провести переговоры. Вот сейчас они начнутся. А если к переговорам присоединится российская сторона, которая желает нам добра и всегда нам в этом помогает, я уверен в том, что переговоры пройдут конструктивно и приведут к нужному результату. Ну что, Николай Ильич, как вы видите сейчас ситуацию в Абхазии? У недружественных нам англичан есть хорошая поговорка. Если что-то похоже на собаку, лает как собака, то это, скорее всего, есть собака. Мы видим применение тех же самых цветных технологий, которые были. Мы видим параллельно с Абхазией попытки создать палаточный городок и захватить что-то в Грузии. Мы видели это, наверное, десятки раз в новейшей истории. Это действительно цветные технологии. Кто их использует, мы тоже знаем. Те, кто устроил Майдан на Украине, те же самые англосаксы. Поэтому внешнее влияние, к сожалению, на ситуацию в Абхазии, оно есть. Далее, как к этому относиться? Мне кажется, что как патриоты и граждане России мы с вами должны понимать, что в Абхазии, независимой стране, которую первой, я напомню, признала именно наша страна, есть политические силы, которые выступают, открываю кавычки, против инвестиционного соглашения с Россией. Слово «инвестиционное» мы можем для простоты убрать, и получится. Выступают против соглашения с Россией. Кавычки закрываем. По-моему, все понятно. Если кому-то еще не понятно, поздравления от проамериканских сил в Грузии. Как к этому относиться? Россия демонстрирует взвешенность, конечно, мы хотели бы, чтобы Абхазия подписывала все необходимые соглашения с Россией. Потому что говорить о том, что Россия кого-то поглощает, это противоречит истории. Россия и Абхазия, Россия и Грузия были, и я надеюсь, когда-нибудь будут в составе большого союзного государства. Но никто ж никого не поглотил, все прекрасно развивались, дружили и жили вместе. Аслан Джания показал себя, на мой взгляд, очень мудрым государственным деятелем. Как президент он, в принципе, имел все права и все возможности силовым образом пресечь беспорядки и установить законный конституционный порядок. Он предложил следующий ход. Это демонстрирует, что он уверенный в себе политик. Ребят, хорошо, давайте проведем выборы. Спорный вопрос. Он предложил программу развития республики. Мы понимаем, что республика во многом последние годы жила на дотации России.
Ну давайте сделаем скачок, давайте развивать курортную отрасль у нас. Это невозможно без серьезных инвестиций. Россия готова такие инвестиции дать. И он предлагает, давайте пусть народ Абхазии проголосует, пусть он решит. Толпа ее поддерживает народ Абхазии или поддерживает разумную программу. Очень хорошее, на мой взгляд, решение, хороший ход, показывающий, что это мудрый государственный деятель. И последнее, вот эти события лишний раз напоминают нам. Для нас самое важное, конечно, и самое больное, то, что происходит на фронтах специальной военной операции. Но это только часть большой войны, которая ведется против нас. Они поджигали и будут поджигать на наших границах. Действительно так, поджигают везде, со всех сторон. Но там существует и некоторое наше военное присутствие, которое, собственно, обеспечивает суверенитет Абхазии. Да, конечно, там находятся наши войска, которые, расквартированы после того, как мы отражали агрессию Грузии, развязанную против этого народа. Так что военные наши там есть. Но вот что касается темы экономической, раз она была затронута, потому что, действительно, движение какого-то экономического в Абхазии практически незаметно. Это касается и аэропорта, который никак не поймешь, кто будет достраивать, а достроить его, превратить в нормальный современный аэропорт может только Россия. Или как вариант для этих НКО, может быть, американцы привезут кружевные трусики и достроят с помощью них аэропорт. Тяжелый случай, то, что происходит сейчас в Абхазии, то, что цветные революции, вообще, наверное, это самое страшное оружие на планете, которое было разработано, которое позволяет фактически без ракет, без бомб, но уничтожать, сносить целое государство. Ведь Украина это был не первый случай, а уже 12-й. То есть до этого были и братья-мусульмане, и Египет, где только уже не применялись и не оттачивались эти технологии. Сейчас они находятся на очень высоком уровне, когда четко, аккуратно, по методичкам поднимается толпа, поднимаются маргиналы и достаточно, надо сказать, грамотно воздействуют на общественный строй. Надо сказать, что стремление поссорить Россию со всеми соседями, оно очевидно проявляется в политике всех стран Запада уже не первый год и не первые десятилетия. Но можно ли вообще поссорить Россию с Абхазией? Вот у меня так вопрос я бы поставил. Знаете, а как человек с большим опытом жизни в Абхазии, особенно в теплое время года, я могу сказать, что народ Абхазии достаточно мудрый. И вот во всех этих демонстрациях очень четко не ощущается антирусской злобы, вот такой, которую я ощущал в Грузии. Там в Грузии она могла быть искусственно накачана, она могла жить там среди какого-то сегмента населения. Здесь такое ощущение, что они ругаются между собой, но каждая сторона старается напомнить другой, что мы не обижаем русских. Это при том, что там были случаи, когда инвесторов там и покупателей жилья и так далее немножко и обижали. Но эта осторожность абхазов говорит о том, что, наверное, все-таки эти мудрые люди, я думаю, очень скоро успокоятся, и кризис будет как-то разрешен. Будем надеяться, конечно, на это, но я хотел бы обратить внимание, что те люди, которые даже с российскими флагами вышли протестовать против власти, вряд ли это делали из лучших чувств к России. Они просто понимают, что под антироссийскими флагами в Абхазии вряд ли можно чего-то добиться. Но это бывают и волки в овечьей шкуре, поэтому за этим тоже надо внимательно наблюдать. Потому что любые антироссийские выступления в таких странах, как Абхазия, могут вестись только под российскими флагами. И те люди, которые реально хотят разрыва с Россией, они тоже будут говорить о том, что мы за союз с Россией, но такой союз, который бы устраивал конкретно их и тем, кто проплачивает, собственно, значительную часть этих протестов. Я не говорю, что у людей нет оснований для протестов. Всегда бывают какие-то основания для недовольства власти в любой стране. Мы также прекрасно знаем технологии подобных революций. Проходили в десятках стран. И нигде подобные революции никакого счастья революционерам не принесли, только дестабилизировали ситуацию. А наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами.